к нашему разговору. Как всегда, чат к вашим услугам, причем не только в Ютубе, но и даже в Телеграм-канале. Есть определенная дискуссия. И дискуссия – это то, что нам нужнее всего в это, как бы банально ни звучало, самое непростое время. Поэтому присоединяйтесь с приветствиями, с мыслями, замечаниями и даже с жалобами. Почему бы нет? Вообще модно в последнее время как можно больше между собой ругаться, обвинять во всех смертных грехах и, значит, навешивать ярлыки. Кто же больше виноват в том, что произошло, и кого теперь первым делом нужно приструнить и, значит, отправить на свалку истории, кто не имеет права критиковать происходящие в стране события, потому что сам, например, приложил к ним руку или недостаточно боролся в предыдущие годы. И это бывает аргументом у тех, кто любит между собой ругаться. На самом деле, я, конечно, не призываю вас к этому, дорогие друзья. Шучу, можно сказать, может быть, не вполне удачно. Просто это о наболевшем. Мы об этом говорим. Кстати, вчера в конце начали было говорить, но эфир прервался по техническим причинам. Не удалось до конца довести мысли, а мысли прям-таки кипели в голове, знаете ли. Поэтому по возможности как-нибудь повторюсь. Вот. Что у нас? У нас приветствия от вас поступают. В общем, спасибо, реагируете. Что у нас с новостями? Мы сейчас посмотрим. По итогам вчерашнего дня, вторника, 15 апреля. Итак, украинские военные атаковали базу российской 448-й ракетной бригады в Курской области, отчитались в Генштабе ВСУ. По данным, именно эта часть обстреляла Сумы в минувшее воскресенье. Российская сторона сообщение об ответном ударе не прокомментировала. Тем временем в больнице скончался еще один пострадавший при воскресной атаке. Число погибших возросло до 36 человек. США сорвали подписание заявления Большой Восьмерки по поводу российского ракетного удара по Сумам, передает Bloomberg. По данным агентства, прошу прощения, по данным агентства, в черновике документа шла речь о том, что обстрел подтверждает намерение России продолжать войну. Вашингтон отказался поддержать это заявление, сославшись на необходимость вести с Москвой переговоры. Международное обсуждение вопроса о безопасности на Черном море проходит в Турции без участия Москвы. Ранее СМИ сообщали о встрече на переговорах российской и украинской сторон, но в России это не подтвердили. По словам Зеленского, в работе участвуют представители Киева, Лондона, Парижа и Анкары. Адвокаты бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова подали жалобу в Конституционный суд на закон о фейках про армию. Юристы уверены, что он нарушает предусмотренные Конституцией права граждан на свободу слова и мысли, сообщает об этом Центр «Мемориал». Алексей Горинов стал одним из первых в России осужденных по закону, который оспаривает его защита. Суд впервые оштрафовал российский банк за пересылку персональных данных в WhatsApp. Как выяснила Медиазона, сотрудник банка Уралсиб вопреки запрету отправил с корпоративного аккаунта в этом мессенджере сообщение должнику. Штраф по статье о незаконном использовании иностранной программы составил 200 тысяч рублей. Пушкинский суд Петербурга отправил на 5 лет в колонию фигурантку дела о фейках про армию за единственный антивоенный пост во ВКонтакте. Как пишет местное издание «Мой район», осужденная не признает себя виновной и утверждает, что ее оговорила соседка из-за земельного спора. Российский Минюст внес в реестр нежелательных в России организаций фонд Justice for Journalists, созданный политиком Михаилом Ходорковским и бизнесменом Леонидом Невзлиным для помощи журналистам. Также сегодня ведомство включило в список британский и американский фонды музыканта Элтона Джона по борьбе с ВИЧ. Ранее их объявила нежелательными Генеральная прокуратура. Такими были новости к этому часу. В стране интересно насчет Горинова. Да. С той точки зрения, что, с одной стороны, мы к таким апелляциям, каким-то попыткам сократить срок относимся несерьезно обычно, потому что уверены, что, так сказать,
никаких прецедентов позитивных на этом поприще нет, но вот буквально позавчера новость гремела о Дане Поперечном, о том, что Мосгорсуд прекратил дело о дискредитации, собственно, этого комика. И, может быть, это... Ну, сразу, естественно, в комментариях все пишут «оттепель». Ну, может, это и не оттепель, но какое-то дело очень странное. Почему так случилось? Почему какой-то судья оказался смелым или что? Ну, в общем, случилось, прецедент есть. Может быть, бедного Горинова как-то и все-таки есть у него какие-то шансы на то, что его оправдают. Да, Горинов отдельная, конечно, история. Я изначально не сильно понимал, почему они на него так сильно, значит, ополчились, так взялись буквально мертвой хваткой. Возможно, решили сделать его показательной какой-то жертвой. Ну, не жертвой, конечно, в их случае, в их понимании это, значит, ужасный преступник, которого нужно показательно осудить, чтобы больше ни у кого ума не хватало даже в закрытых помещениях среди своих коллег высказывать какие-то суждения или задавать риторические вопросы, как это сделал в своем выступлении Горинов. Выступая перед депутатами муниципального совета, я напомню, не под камерой, не под, значит, прямую трансляцию, а просто обсуждая вопрос между собой. Я бы добавил к новостям вчерашнего дня еще приговор журналистам, которые освещали процессы над Алексеем Навальным и всем ФБК. Все эти организации у нас в террористических списках. И, судя по всему, поэтому даже журналистов, которые информацию доносили, да что ж такое, решили отправить за решетку. Вот, например, Антонину Фаворскую на 5,5 лет осудили. Девушка приезжала в том числе в Уфу, освещала дело, в частности, Лилии Чанышевой. Вот. И известно, что последнее при жизни видео Алексея Навального, где он шутит по видеосвязи с судьей и просит, чтобы тот его подогрел деньгами со своей большой зарплаты федерального судьи. Это видео тоже снимала Антонина. Вот простая хрупкая девушка, которая просто снимала и сообщала с мест событий какую-то информацию, отправлена за решетку на 5,5 лет как особо опасный преступник. Не знаю, вот опять же, иногда у нас случаются факты, отдельно взятые, вот которые можно просто брать, и их уже достаточно, чтобы формировать все свое отношение к тому, что в стране происходит, забыв про все остальное вообще. Вот одного факта достаточно. Я, как много раз говорил еще в своих разговорах с знакомым, мне было достаточно для того, чтобы осудить Путина и его режим, одного факта – рокировки 2011 года. Даже если бы не было никаких других обманов и значит, случаев ужесточения законодательства и прочего, этого достаточно, когда человек совершает принципиально важный поступок, противоречащий его же обещаниям. Вот. Таким образом, вы с нами. Дорогая редакция нас называет Клара Целкина. Очень приятно чувствовать себя целой редакцией. Вот. Две коллеги. Слушай, ну так часто болеть, кашлять и чихать, собственно, я не знаю, чем нас в Германии кормят. По-моему, мы с тобой перманентно болеем, просто по умолчанию. В этом году это прямо так, вот с января, в общем-то, и у тебя, и у меня, так или иначе. Да. Задается вопросами бытия, важными вопросами Азат по поводу статьи о том, что Трамп любезничает с Россией, так как хочет оторвать Россию из рук Китая. Пускай в этом смысле неплохо, но сомневаюсь, потому что, по-моему, у Трампа нет никакой логики дальше 2 дней. Чтобы такие многоходовки рассчитывать, это надо иметь другие особенности ментальные. И вообще, я уже как-то говорил, что не сильно преувеличивал бы ничьи вот эти вот ментальные способности, в том числе и кремлевских деятелей. Там тоже, мне кажется, так далеко рассчитывать не умеют. Хотя все-таки надо отдать должное им в том смысле, что там люди опытные сидят. Вчера интересную мысль услышал. На переговорах в Эр-Рияде однозначно более в выигрышном положении находится кто? Наш МИД. Наш Сергей Викторович Лавров и его подопечные. Почему? Да просто потому, что они хотя бы намного опытнее своих
трамповских коллег. Там люди в правительстве без году неделя. Еще вчера были в бизнесе. Как это все работает, как работают хитрости, тонкости, они не знают. И пытаются общаться с кремлевскими вот этими мастодонтами. Надо признать, без всякого уважения, но просто как факт, что эти люди действительно опытные. Вот. А Песков якобы сказал, что рассмотрений амнистии к 80-летию Победы не идет и не планируется, он сказал. Ну, вообще, да, ничего хорошего в этом направлении мы не видим. Есть, опять же, опыт многих лет. С 2015 года никаких амнистий вообще не было. И есть вроде как позиция путинская, что для тех, кто хочет на свободу, действительно есть вариант отправиться на войну, подписав контракт. И почему сейчас должна произойти амнистия, которая не произошла в 2020, например, году, к 75-летию Победы, в ковид, остается лишь догадываться. Ну, амнистия – это прекрасно, только, я так понимаю, же все ждут амнистию конкретных, собственно, баймакских заключенных. Да. Мало тут кого вообще интересует. типа не будет, не то что баймакских. Да. Ну вот, собственно, их не будет, потому что я так понимаю, что их все-таки по политических так или иначе рисуют, поэтому этого мы не дождемся. Амнистия для каких-то других людей, ну, я не знаю, она для меня как-то не является большим каким-то инфоповодом, если честно. Угу. Раз Вот Азат политических передает нет, нашу мысль, что усатому персонажу Пескову верить не обязательно, и это так. Вот. Ну, и без него, в общем-то, надежд тут немного. И в этом смысле мы сходимся все в едином мнении. Даже если произойдет чудо и случится какая-то амнистия, она вполне может случиться без баймакцев. Даже если в этом законопроекте от КПРФ и есть статья 212, часть 2. В законопроекте есть, а в итоговом документе может не быть. Могут придумать что-то очень ограниченное, только женщин и стариков отпустить вообще по всем статьям. И тогда, опять же, об этом говорить бессмысленно становится. Но есть другая точка зрения. Ильнара пишет, что не перестает надеяться. Песков часто говорит неправду. Скорее всего, даже не намеренно. Но все же. Ну да, он не обязательно старается врать. Он просто может быть не в курсе, потому что обычный живой человек. И тут же формулирует мысль, исходя из того, как, наверное, сказал бы в этой ситуации его шеф. Вот. Ну что, Жень, как у нас там? Да. Перейдем к повестке? Очень мы тянем, но таки давай начнем. Центробанк России отозвал лицензию у Уфимского Промтрансбанка по величине активов. Кредитная организация занимала 177 место в банковской системе РФ. В Центробанке заявили, что Промтрансбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Собственно, что меня поразило, я так и не понял, с чем эта формулировка связана конкретно, что в Банке России отмечали, что Промтрансбанк допускал нарушение требований законодательства в области противодействия легализации, то бишь отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Был ли какой-то случай финансирования терроризма, собственно, Промтрансбанком? Непонятно, что не конкретно банком, но, тем не менее, вот с этим хотелось бы как-то поподробнее. Этого нигде нет. Вот. Но то, что Промтрансбанк был хроническим неудачником убыточным, это, я думаю, ни для кого не секрет. И, собственно, поэтому у меня единственное воспоминание детства от Промтрансбанка, то, что у меня дед постоянно меня приводил в юности и такой: так, вот здесь положим что-то, какие-то деньги, здесь, потому что понимал, что вот этот закон там до 1 200 000, по-моему, да, который можно сразу же вернуть через, по-моему, через Сбербанк мы возвращали из-за другого какого-то закрывшегося банка. Вот, собственно, он таким образом себя пытался, так сказать, выиграть на этих историях. Ну, плюс еще там всегда, конечно, процентные ставки были выше, чем у других банков, просто потому что
Я так понимаю, я не банковский, конечно, сотрудник явно, но чем больше неудачник банк, тем выше они пытаются загнать какие-то проценты для того, чтобы здесь сейчас как-то обыграться. Вот, собственно, и все. Ну, как это называют? Последний башкортостанский банк Вот это важно в этой загнан. истории. Конечно, у нас было больше десятка банков в регионе. Из них таких узнаваемых крупных брендов было, ну, 5-6 точно. Постепенно они все были ликвидированы вот по этой процедуре, по процедуре отзыва лицензии. Кое-кто был поглощен, как-то перекуплен и выведен. И в результате даже здесь мы видим процесс выстраивания жесткой вертикали власти. То есть даже финансовые институты, которые хоть как-то могли бы учитывать больше, скажем, местных особенностей при работе с клиентами, юридическими лицами, например, все это дело, в конце концов, осталось лишь в истории. Уралкапиталбанк, Инвесткапиталбанк, Башкомснаббанк, потом Да. Роскомснаббанк. В конце концов, Уралсиб когда-то был Башкредитбанком, и это Башкортостанский банк был, разумеется. Что там еще? Уралкапиталбанк, к которому я даже кое-какое отношение имел ввиду работы в инвестиционном бизнесе. Все это было, не все, конечно, были молодцом с точки зрения там, клиентоориентированности, ну, как умели, так и работали. Вот этот ПТБ, о котором мы сейчас говорим. Помните, карта-копилка была в матрицах. Это был такой брендинговый продукт, где много разных, значит, услуг они пытались засунуть в одно место. И именно Промтрансбанк каким-то образом там участвовал. Пытались раньше работать. Но теперь, как говорится, все. Вот. Гутен Морген, пишет Вадим Беляков. Спасибо, дорогой Вадим. К сожалению, на Судя по болгарском ответу, Вадим, ты можешь ответить не понять можем. уровень немецкого Руслана на Гутен Морген отвечать спасибо. Мы еще Нет, я-то дадим. хотел по-болгарски, но смысл отвечать по-немецки. Вот. По-болгарски не знаю просто, действительно. Вот. А вот в чате нашей трансляции в Телеграме Зайнула пишет о том, что у Кремля и Вашингтона общие хозяева и работают по методичкам. Ради бога, я вас умоляю, пожалуйста, конспирологические теории заговора и прочий бред. Ну, пожалуйста, во-первых, не пишите, во-вторых, сами поймите, что это бред. Вот вы действительно вроде не глупый человек, знаете, многие вещи верно оцениваете, скажем так, комментируете. Все хорошо. Если бы не вот это вот «но». О каких, черт подери, хозяевах можно говорить, когда вот они, это обычные люди. Не нужно представлять из себя, что там какие-то сверхчеловеки находятся, и некоторые из них нам не видны, скрываются. Вот это теневое мировое правительство, вы об этом, видимо. Или еще там о каком-нибудь в этом сионизме, тьфу-тьфу-тьфу, не знаю даже как. Жидомасонский заговор с Вот это все, рептилоидами. это настолько, во-первых, ужасно. Во-вторых, это все не имеет никакого отношения к реальности. Уж поверьте мне, человеку, который ходил по этим коридорам власти, скажем так, общался и видел своими глазами все это дело. Ничего этого не существует. Все гораздо проще. Это простые люди из кожи и костей, которые иногда случайно добираются до власти. Я сейчас про Путина конкретно. И никаких хозяев у него нет, к сожалению. Если бы у него были хозяева, возможно, ситуация была бы иной. И у Трампа тоже. Вот так вот. Ой, боже мой. Ну, я только могу повторить мысль о том, что люди, которые выступают, там, я не знаю, против войны или считают, что там Путин убийца, это точно такая же точка зрения по определенной теме. Она не делает человека ни святым, ни каким бы то ни было еще. Там, я не знаю, вот были антипрививочники, среди них есть как те люди, которые поддержали войну, а есть те, которые ее, наоборот, не поддержали. Нашли обе эти группки людей какие-то свои аргументы. Является ли это показателем, который определяет личность? Я просто в чате часто слышу, типа, Жень, там, не блокируй детка, потому что он же, типа, там, против Путина. Но это не... на самом деле, часто мало чего значит. Я не хочу никого оправдывать, но у меня есть родственники, просто святейшие люди, которые при этом говорят, Жень, блин, ну он там же Путин в геополитике шарит, там, блин, наверное, ему виднее. Но просто люди показывают свою безграмотность и какой-то страх чаще всего, но это не показатель
во многом какого-то уродства или там человек-монстр. Ну, человек не интересуется, не знает, там что-то по верхам начитался. Я понимаю, что это преступная абсолютно халатность, но тем не менее, если человек выступает против, так скажем, ВВП и его друга Димы, это еще не ничего лично для меня не значит еще. Ну, Мы я здесь понял, много этого подонков видели в недостаточно. мигрантской среде. Да-да-да, я понял. Вообще, в обычной жизни это я бы подписался 100%. Сейчас просто поправочку вношу, исходя из своего понимания. На какое-то время, пока идет вот эта борьба, все-таки этот главный фактор должен, наверное, немножко преобладать над другими и заглушать другие негативные моменты, как то, значит, приверженность теориям заговора, всякие там антипрививочные вещи и прочий бред, с которым можно, как говорится, ужиться, как-то его перетерпеть ради общей задачи, одной единственной главной задачи. Не все с этим согласны, кстати, но так или иначе вот есть спор на эту тему. Надо ли объединяться, не надо. Я считаю, что надо. Вот, дальше. Собственно, да, давай дальше перейдем к новости. Собственно, экс-сотрудник ГИБДД приговорен к году колонии за насилие над задержанным. Очень тут подробно расписывается 36-летний бывший сотрудник полиции был приговорен. Собственно, как установил суд, полицейский, находясь на заднем сидении служебного автомобиля, применил насилие к задержанному, пристегнутому ремнем безопасности. Он натянул ремень с силой, прижав мужчину к сиденью, и сдавливал его грудную клетку, одновременно нанося не менее 3 ударов руками в область головы. Собственно, суд признал мужчину виновным, понятно, статья 286. Вот, и... Там указано, когда это случилось? Это вот в последнее время, скажем так? Нет, ну, собственно... Не суд, а инцидент. Инцидент, в смысле, когда сам инцидент произошел? Ага, в августе 23-го года, я вижу. В августе 23-го года остановил он автомобиль. Будучи еще вот инспектором ГИБДД, собственно. Фамилия Рахматов. Любопытно. Любопытно. Но тут, как говорится, сочувствовать мы инспектору ГИБДД давай не станем. Не станем. Политзек. Да, просто порадуемся, что иногда хоть какая-то справедливость даже в судах проскакивает. Вот. А Радифа Шагимарданова в чате пишет, что все зависит от нашего главы республики. Переживаю за баймакских ребят, поэтому захожу в ваши темы, пишет она. Спасибо, что смотрите и переживаете за баймакских ребят. Но на мой скромный взгляд, от главы республики не зависит ничего. Я уже много раз повторял, хоть черта лысого на его место посади, ничего не изменится в глобальном смысле, ну и в частности по вопросу Баймака теперь уже тоже ничего не изменится, потому что этим делом занимается исключительно Москва. Давайте смотреть фактам в лицо. Следствие вели московские следователи, и именно они заинтересованы в том, чтобы завершить все это дело обвинительными приговорами, желательно с реальными сроками, чтобы по максимуму этих ребят упечь. Не зря же они столько времени на это тратили, своего драгоценного. Следователи по особо важным делам, уж как они так называются, вот придумали же. Видимо, не зря придумали, как говорится. Вот. Я давайте посмотрю еще. Зайнула вот зачем-то просит, чтобы его забанили, но спокойнее от этого вам не будет. Знаете, я искренне переживаю. Вот, я не хочу никого банить, вас в частности, но я искренне переживаю за то, что в вашей голове такое серьезное заблуждение. Вот искренне. Вот, есть люди, да, которым нет сочувствия. Хочется прям таки вот прямо махать и, значит, шашкой головы отсекать. Но в данном случае я вот как к родному отцу, знаете ли, к вам отношусь. Я бы вот сел бы с вами и объяснял бы долго часами, что вы ошибаетесь. Это не так. Пожалуйста, разберитесь в вопросе. Не нужно конспирологические теории вообще иметь в виду. Слушайте эхо, давайте так договоримся. Вот эхо и все, что на эхе выходит. Там объясняют, как есть. Там
ни слова не бывает о том, что то, о чем вы говорите, является правдой. Я этих всех людей лично знаю. Я прекрасно понимаю, кто является специалистом и кто говорит как есть. И объясняет. Если вы где-то на каком-то YouTube-канале услышали в этом, еще раз скажу, бреде, это не значит, что это на самом деле существует. Пожалуйста, умоляю вас. Если вы нас смотрите, значит, хоть какая-то степень уважения к нам есть, поэтому прислушайтесь, пожалуйста. Тяжело, наверное, будет сломать картину, сложившуюся, может быть, годами даже, но надо что-то с этим делать, иначе это плохо. Плохо. А на сайте Эхо сейчас какой-нибудь Юлия Латынина не появляется случайно? И не знаю, Латынин... Раньше появлялась. Это многолетняя, как говорится, ведущая. Ну а что, Латынина, она о теории заговора, насколько я знаю, все-таки не говорит. У нее есть своя точка зрения, там, отличающаяся. Она похожа просто. Настолько. О теневом правительстве речи нигде не идет у нормальных людей, уж простите. Да, капитал влияет. Капитал не может не влиять так или иначе, особенно в США. Но это другое. Влияние, лоббизм, это прекрасно мы знаем, существует. Но это не теневое правительство, не кукловоды трамповские или тем более путинские. Тебе говорят о кукловодах Нетаньяху, собственно. Тут еще все сложнее. Да, это вообще какие-то, я не знаю, небожители, которые живут, я не знаю, на Великой пирамиде, которая в Атлантиде затонула, наверное, я не знаю. Ну, блин, ужасно, это печально все. Давайте дальше все-таки двигаться. Давайте дальше. Про книжную ярмарку попробуем поговорить. Собственно, Китаб Байрам она называется. И темой этой ярмарки в этом году должна стать некая сила слова. В рамках первого дня форума, посвященного Великой Отечественной войне и СВО, и проходящего под девизом «Слово о подвиге», состоится в том числе открытие выставки «Война в судьбе моей страны» в Национальном музее Башкирии. Пройдет презентация Дней армейской культуры с участием начальника отдела культурных программ департамента ББББ. Так, собственно, второй день у нас слово о вечном. Это, естественно, всем надоевший уже и набивший искомину, как будто других у нас писателей, поэтов нет. Пушкин, Есенин, Чехов. Одного взяли своего Мустай-Карима и других классиков русской национальной литературы. Так, ну и третий день – это День защиты детей. Слово о будущем. На главной сцене выступит хор детский сводный хор республики, где 600 детей исполнят музыкальные произведения в честь, опять же, 80-летия Победы. Так, ну, собственно, у меня еще есть одна такая маленькая в этом контексте новость о том, что в Уфу приедут Женя Водолазкин, Олег Рой, Ильза Лепа. Вот, это из каких-то относительно медийных персонажей. Также приедет, я так понял, председатель Союза писателей Владимир Мединский, собственно, Сергей Степашин и так далее и тому подобное. Так, кого мы еще тут ждем? Ну, разве это имеет значение? Алексей Иванов, да. Ух ты, а кто это? Хочется спросить. В общем, сила слова. Понятно, что, опять же, как только мы видим слова такого толку, как здесь, например, сила, сразу же какие-то ассоциации. И правильно ассоциации возникают, а все-таки так или иначе не смогли они не милитаризировать даже, казалось бы, такое нормальное цивилизованное просветительское мероприятие. Будет посвящено СВО. Все вот эти вот бездарные, многочисленные уже труды всякого рода писателей, которые проплачены серьезными бюджетными выливаниями, конечно же, будут там представлены. Ну, хочется верить, что они, как обычно, будут провалены в продажах. Да? Продажи будут низкими, хотя этим самым авторам, наверное, вот этого факта никак не холодно, потому что бюджеты федеральные на это выделяются достаточные. Ну, слушай, можно сказать о том, что тот же Олег Рой – это писатель такой, он больше, конечно, можно сказать, женский, наверное, но достаточно продаваемый был одно время, я помню, много где, и все у него было хорошо. Алексей Иванов, в принципе, это
считался, по-моему, одно время большим русским писателем, да, это такое вот название, которое как корону надевает периодически на кого-то. Большой русский писатель. Вот, Алексей тоже среди них был. Можно добавить, что маркером, что у Дуди, а Дудь его приглашал тоже одно время. Собственно, и про Евгения Водолазкина мы все прекрасно знаем. В общем, писатели есть, и такое ощущение, что в писательской среде какие-то про-Z настроения, ну, по крайней мере, не самые последние писатели, они все-таки есть. Если взять там музыкантов, то сложно кого-то назвать, в принципе. Но Юлю Чичерину мы спустя 25 лет будем Тулула вспоминать? Ну, вряд ли, да? Или там группу Чаев, при всем уважении, сколько там, 30 лет прошло с песен Аргентина, Ямайка и так далее. А здесь все-таки какие-то лица есть. Можно, конечно, списать на то, что писатели в целом люди не богатые, но тем не менее. А насчет темы СВО, ну, видишь, она такая немножко замаскированная под Великую Отечественную войну. То есть говорят, что так вот ВОВ большими буквами и СВО. То есть, ну, пытаются так или иначе это сделать темой, но мне кажется, что темой это сделать даже в писательском кругу сейчас, ну, просто объективно не получается, потому что большой российский роман на эту тему, он не написан, и мне кажется, что в целом и стихов не написано, и все это пока что из пальца высосано, потому что, ну, когда люди идут умирать и убивать все-таки за деньги, то какой роман можно на этот счет написать? Я, честно, себе просто плохо представляю, даже если бы очень хотел бы это сделать. Поэтому, собственно, как-то эта тема пока что... Ну, про ту же Великую Отечественную войну написано полно материала, про СВО. Я такого что-то даже не видел. Выходят какие-то сборники периодически, но они все какие-то пропитанные чем-то очень-очень пошлым и ненастоящим. Угу. Согласен. А вот Наиль хвалит, Евгений, тебя за текст о ФСБ. Очень интересный текст. Я прям и посмеялся. Я согласен, кстати, тоже, по-моему, я его читал про звонок ранним утром с приглашением на работу. И немножко припоминаю эту историю даже. Я просто пишу с большим количеством мата, потому что мне так нравится периодически добавлять что-то из, так сказать, не литературного лексикона. И я думал даже вообще с тобой не разговаривать на тему подобных рассказов. Но вчера, по-моему, то ли Куштау Байрам, то ли кто взял это, срепостил. У меня телеграм-канал-то 200 человек. Откуда они вообще узнали об этом посте? Вот. Они срепостили, и часть людей удивились, потому что не прочитали полностью. И подумали, что я признался, сделал камин-аут, что я работаю на ФСБ. Нет, дорогие друзья, я не работаю на ФСБ. Было бы очень странно сидеть дальше с Русланом в эфире и параллельно в Телеграме писать, что да, я товарищ майор. Нет, я не товарищ майор. Да, очень интересно. Очень интересно. Так, ну, наш дорогой Зайнулла, видимо, сильно расстроился и не стал писать больше комментариев, а просто удалил все свои комментарии или, может быть, кто-то еще сделал. Но мы ничего не делали. Я их не удалял. Да. Я единственное через наш бот добавил слова... Надеюсь, нас за это в Ютубе не забанят, типа жид, жиды, жидов. Вот это я типа добавил как запрещенные слова просто, потому что, ну, это невозможно. А так в целом пока что еще терпим. В моем случае точно терпим. Ну, а в чате у нас пишут, что невозможно таким людям объяснить. Я пробовала, пишет Кеплер. Среди родственников такие люди есть, как Зайнулла. Беседы не помогают. Азат делится наблюдениями про Атлантиду, которая, возможно, была греческим городом Фера, затонувшим под вулканом в 1600 году до нашей эры. Все может быть. Но на Китаб Байраме заработает Буракаева, условная, пишет ИБ. Имеется в виду, видимо, Зухра, наш драматург. Та из сестер, которая служит режиму и республиканской власти в последнее время. Что было очевидно после последнего скандала, связанного с карикатурами Камиля Бузыкаева. И, кстати, все, он удалил эти карикатуры, и тишина. Никакого творчества от депутата ныне Госсобрания, ничего. В общем, даже ему я в итоге вынужден посочувствовать в этой ситуации. Не ту дорогу выбрал он. Будучи, в принципе, талантливым карикатуристом, мог бы сжечь, знаете ли, пером
на злобу дня. Но нет, изначально выбрал все-таки позицию дружбы, как он выражается, личной дружбы с Хабировым. И в результате этого не смог критически осмыслить в том числе события 2022 года. Хотя, конечно, мог бы. У него, мне кажется, способности, задатки, скажем так, в этом смысле есть. И мы были хорошо, в принципе, знакомы, общались, и я понимал, что там все гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Ну вот, к сожалению, случилось то, что случилось. Я не знаю, может быть, мы с тобой просто не сильно испорчены баблом в целом по жизни, но вот у меня какой-то такой жадности нет. И я себе не могу представить, чтобы я свои взгляды обменял на деньги. Возможно, просто... Ну, то есть я встречал людей, которые имели определенный высокий статус и хороший доход, и где-то не захотели его менять, а где-то очень сильно расстраивались, когда там, я не знаю, происходили какие-то метаморфозы, там переходы власти от там какого-нибудь Хамитова к Хабирову, и они там куда-то в опале оказывались, а вчера там имели огромные деньги, вот они идут, поддерживают это СВО, чтобы как-то где-то что-то заработать. А те люди, у которых в целом, как говорила моя мать всю жизнь, слаще морковки ничего не пробовали, то в целом, ну, а что мне? У меня и нету каких-то соблазнов. Я могу честно говорить то, что думаю. Ну вот, собственно, а вот что я и думаю. Если переходить дальше, то, собственно, жителя Башкортостана арестовали за попытку участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Собственно, сотрудники регионального управления ФСБ задержали 26-летнего жителя села Михайловка, сообщает РБК Уфа. По данным ведомства, он подозревается в попытке, собственно, участия в деятельности ВСУ или ЗСУ, как в Украине говорят, собственно, на территории Украины. Следствие утверждает, что в январе этого года мужчина заполнил в интернете анкету и заявление на вступление в ряды вооруженных сил Украины. Его заявка была одобрена, после чего он получил инструкции по пересечению границы. Так его, видимо, испалили. Он приобрел билет на поезд до Москвы, намеревался выехать в Украину через другие страны, однако при попытке выезда был задержан, пока что заключен под стражу. Наивность, конечно, молодого человека, который думает, что так оно все просто, и через интернет, я не знаю, как-то надо было, я не знаю, сначала в Казахстан выехать, а потом уже такими делами заниматься. Мне кажется, это просто безалаберность какая-то, если честно. Да, если брать за основу, что это все правда. Я напомню, что у меня есть очень скептическое отношение к любым официальным сводкам данного ведомства, и всякий раз подозреваю в подлоге, подставлении, я не знаю, там, в искажении, и представляю себе вот этих вот так называемых свидетелей. Каждый раз вспоминаю, когда по делу Дильмухаметова в коридоре встретил парнишку, просто вообще ни о чем не думающего и не соображающего. Просто его прислали. Какие-то подопечные, знаете ли, терпилы есть у этих людей. Возможно, некоторые из них соглашаются проходить в том числе вот по таким тяжелым статьям, как вариант. Потому что находятся на крючке, скажем так. Но на крючке находятся по другим причинам. Очень все это как-то не внушает доверия. Но если это правда, действительно, не могу не согласиться с твоими выводами о том, что парень или кто это, мы не знаем даже, кто это. Ну да, парень, в общем-то, 26-летний, оказался очень наивным. И хочется пожелать ему все-таки силы терпения дождаться свободы, потому что если он действительно такой поступок был готов совершить, пытался совершить, несмотря на множество «но», то вероятнее всего огромный срок и слова сочувствия. Вот и все. Наверное, через госуслуги записался в ВСУ, шутит Вадим Беляков. Вот это вот ощущение не покидает. Но вот когда такие новости приходят, как? Заявку отправил, наверное, Министерство обороны Российской Федерации, а запишите меня в ВСУ. И они такие, ай-яй-яй, а давай-ка, значит, мы тебя дальше прогоним по инструкции, сделаем вид, что мы тебя как бы поддержим, а потом в нужный момент схватим. Удивляться
может быть, и ничему не стоит. Могут быть такие люди наивные, могут действительно. Но мне кажется, такие все-таки должны записываться не в ВСУ, скорее всего, а в другое, скажем так, министерство, противоположное. Но это проще, как в конце концов, и денег больше. Ну, смысл вообще усложнять себе жизнь. И смех, и грех, на самом деле. Дальше идем. Собственно, Ну, с позволь мне хоть интересными новость новостями взять. сегодня, в принципе, большая беда. Да, и поэтому позволь, я возьму какую-нибудь новость и озвучу, иначе мне ни одной новости сегодня. Значит, в пруфах вышло две все-таки любопытные публикации, надо сказать. Некоторые, видимо, берутся за, ну, не ум в данном случае, а за какую-то ответственность. Вот публикация касательно пчелы башкирской. Башкирские пасечники опасаются, что пчелы из Узбекистана уничтожат апитерапию. Не первый год мы говорим об этой проблеме вообще, в принципе. Дело в том, что апитерапия, которая состоит из 5 сеансов, значит, она основана, скажем так, на активности так называемой среднерусской пчелы, под видом которой является башкирская пчела, наша местная, которая привыкла жить в диких условиях, в том числе в лесах Башкортостана. Но в последние годы все чаще фиксируется вытеснение башкирской пчелы пчелами-мигрантами, в частности, из Узбекистана. И вот цитата пчеловода: «Весна там раньше наступает, пчел завозят к нам к началу нашего сезона. И вот таким образом игроки этого бизнеса зарабатывают». Пчелосемьи, я вспомню, в 20-х, где-то там в 21-х годах мы на Ихе подробно разбирали тему, стоит в 3-4 раза дешевле узбекистанская, нежели пчелосемья, выведенная из башкирской пчелы. Так вот, они нам вредят, так как смешиваются породы особей. Из-за этого пчелы вырождаются, и последствия могут быть необратимыми. Поэтому, думаю, нужно отводить какие-то территории под разные породы, чтобы не происходило смешение. Узбекские пчелы также обладают высокой агрессивностью, что приводит к снижению численности пчел башкирской породы. Бортники говорят, что узбечки являются носителями также различных заболеваний и паразитов, что угрожает здоровью местных пчелиных колоний. Кроме того, узбекская порода обладает более высокой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям, что создает неравное конкурентное преимущество. Это может привести к общему изменению пчелиной экосистемы России. Вот так вот. Часть пчеловодов таким образом тревогу бьют многие годы уже, другая часть, судя по всему, ни о чем не думает, а просто продолжает зарабатывать, тем более, что так гораздо проще. Купил за 3000 рублей по ценам 2020 года пчелосемью, значит, собрал мед, пчелосемью буквально выкинул на улицу, ее не нужно хранить всю зиму в подвале, поддерживая жизнедеятельность, потому что зачем? Проще купить следующей весной новую пчелосемью из Узбекистана за 3000 рублей. Вот такая история. Это опять вопрос о мигрантах, шутит Азат. В некотором роде, да. Тут, знаете ли, я согласен с теми, кто озабочен. Хотя экономика вроде как должна диктовать свои правила, а узбекская пчела в условиях Башкортостана экономически, судя по всему, эффективнее, меда дает больше, зимой хранить не надо. Но, блин, есть же все-таки какие-то экологические принципы, да? Когда один вид вытесняет другой на исконной его территории, это всегда минус. Это касается не только пчел. Я вспоминаю историю норки. Например, американская черная норка почти вытеснила европейскую норку, коричневую, из дикой природы. Ту самую норку, которая не только, собственно, в Европе западной, но и на всей территории России жила испокон веков. И мы вспомним кучу историй из Австралии, знаете ли, когда туда кролики какие-нибудь были завезены. В общем, это все вмешательство человека, которое заканчивается не самым лучшим образом для природы. Вот, это по этой новости. Ну давай сразу вторую возьму, так и быть все-таки. Молдашева? Да, Молдашева возьму, как очкарик. Пруфы об этом пишут, основываясь на интервью бывшего сотрудника уникальной клиники Молдашева, находящейся
Как вы знаете, в Уфе, значит, в зеленой зоне по улице Блюхера. Значит, я надеюсь, что все помнят, как в 90-е годы этот центр был очень известным, и говорилось, что чуть ли не слепых там начнут лечить, но вроде бы до таких чудес не дошло, но какие-то отдельные успешные операции происходили. И вот в последнее время не так много слышно, и вообще как-то не слышно, я бы даже сказал. И сам Молдашев вроде как перестал появляться с новостями, хотя был очень таким активным ньюсмейкером, не всегда адекватным, надо сказать. Теории заговора, это вот немножечко и про него тоже. Вот. Ну ладно, это за скобки вынесем, скажем о том, что сейчас, оказывается, этот самый институт ввели в какую-то вертикально интегрированную систему, объединили с медуниверситетом. И по словам бывшего теперь уже сотрудника, врача, все стало хуже с обеспечением, с даже одноразовыми шприцами, которые они использовали для сложных глазных операций. Там какие-то мягкие должны были быть, а теперь у нас типа под одну гребенку все это дело поступает, и не учитываются особенности их деятельности. Поэтому, дескать, качество операции падает, и мы скатились до лечения катаракты, ну то есть до смены хрусталика, которую делают не только в уникальных институтах, но и в обычных рядовых даже районных больницах на сегодняшний день. И если это правда, то на самом деле хорошего мало. Все-таки старания, достижения какие-то были. Этот аллоплант, этот биоматериал из покойников, все это дело вызывало споры, конечно же, но так или иначе все-таки претендовало на некую научную ценность, которую можно было бы, наверное, даже развивать дальше, как вариант. Но вот в итоге все унифицировалось, упростилось и скатилось до такой рядовой рутины, которой никого не удивишь. И самое главное, не поставишь на ноги человека, который в этом очень нуждается. Вот. Но я насколько понимаю, что когда речь заходит о Молдашеве, от людей, которые с наукой связаны, они открыто говорят о том, что это давно уже, если вообще говорить давно уже, или это, я не знаю, ну, то есть мне сложно судить, но то, что я читал, то, что я смотрел, то, что люди, конечно, к этому серьезно не относятся. Более того, это какая-то периодически популяризация псевдонауки, а вот эти все, извините, фейки абсолютные же о пересадке глаза от мертвого человека там живому, и он что-то там типа функционировал. Тут не путай, там не глаза пересаживали, там брали биоматериал мертвых людей, там из пяток что-то там синтезировали, и это все заменяло ткани живого глаза. Примерно так, но не пересадка вот что-то, какие-то такие истории, насколько я помню, чуть ли не про пересадку глаза время от времени речь шла, то ли официально, то ли из народных масс, но, по крайней мере, это все не является нигде не проверено, насколько я понимаю. А плюс ко всему, да, бесконечные какие-то Атлантиды, невероятные какие-то теории заговоров от Молдашева, что он там где-то что-то видел, просветился, понял и вступил в Единую Россию, собственно, да. Тоже факт вполне себе. Ну и вообще скандалов вокруг него полно. Какие-то там голые медсестры, то какие-то солдаты Путина, в общем, человек со странностями, мягко говоря. Ну, про странности я тоже знаю, да, поэтому тут ничего не скажешь, согласен. Но все-таки были же люди, были пациенты иностранные в том числе, и россияне. По крайней мере, я в своих таких кругах очкариков в свое время слышал позитивные отзывы. Потом, да, много стало скандалов, и как-то вот позитивное начало куда-то оно скрылось под вот этим вот налетом всяких скандалов. Поэтому однозначно судить не могу, но казалось все-таки, что надежда есть. А в США вот есть компания, пишет Азат, которая реально лечит слепых, но там технологии, они подключают камеры к мозгу напрямую, и уже есть несколько живых примеров успешности этой операции. Такие стартапы получают деньги. Ну, это прекрасно. Это прекрасно, и это понятно, что не у нас. Значит, дальше. На самом деле, понимаешь, вот это все кивание, что да не у нас, у нас тоже есть какие-то технологии, просто мы могли бы сидеть этими технологиями гордиться и в целом не переть как
знаешь, не претендовать в какое-то мировое величие. Но были бы у нас прекрасные ледоходы, я не знаю, прекрасные какие-то технологии там в некоторых областях, да, где-то по космосу мы могли с кем-то сотрудничать, где-то по еще каких-то областях. И в целом все. Но вот этот какой-то, я не знаю, это даже в целом у россиян такое бывает, даже у оппозиционных какая-то попытка, что а что у нас нет своей техники, а что у нас нет своих, я не знаю, клюшек, фена, холодильника, я не знаю, всего на свете. То есть, ну, мы не... Это все какое-то советское наследие на нас, мне кажется, очень сильно бьет. Мне кажется, какие-то шведы не особо парятся по теме того, что у них вот нет своих таких технологий, нормально живут. И Россия бы уже тоже расслабиться бы уже на самом деле. Ни денег нет таких сейчас, ни образования. И уже успокоиться с мировым величием и с попыткой быть, быть на передовой, так скажем, всех каких-то открытий. Ну, Вот. знаешь, Но лучше величие и в этом направлении все-таки иметь, а не в военном смысле. Ну, как бы, если бы, например, все-таки действительно это величие в технологиях развивалось, то ничего против, по крайней мере, этого иметь, наверное, не стоило бы. Пусть было бы. Страна все-таки большая, со Швецией не сравнишь, а большая страна больше должна претендовать на некую самодостаточность во многих областях жизни. То есть есть у нее для этого все ресурсы, и поэтому вроде как логично, чтобы это было, условно говоря, свой там автомобиль, телевизор, холодильник, ракета, там, препарат медицинский и прочее. Вот условная Германия, она все-таки сильно меньше, чем Россия, но ведь практически самодостаточная страна. Кроме нефтепродуктов все есть. Все может сама себе произвести от А до Я, скажем так. Ну, кроме космических ракет, но, опять же, здесь эта тема просто не развивалась по известным причинам. так, ну, собственно, уже совсем к прекрасным Да. новостям, вроде того, что в Уфе родители школьников устроили голосование в мессенджере, чтобы понять, исключать ли ученика из класса. А голосование, собственно, состояло из двух вариантов. Первое – подпишу заявление, второе – буду дальше терпеть выходки, пока самих не коснется. Скандал произошел в Октябрьском районе 11 апреля. Однако и раньше у пятиклассника Коли были проблемы с одноклассниками. По словам его мамы, с начальных классов парня дразнили и травили за лишний вес. Он то и дело дрался с обидчиками, это не нравилось родителям побитых детей. В апреле 25 года ситуация стала критичной, потому как после очередной стычки родители учеников 5 Г в чате начали призывать маму Коли отдать сына на лечение. Якобы парень гиперактивный и агрессивный. Потом одна из участниц решила сыграть в демократию, создала просто исключение Коли из класса и пригласила родителей проголосовать. Большинство родителей проголосовали за исключение, но потом автор опроса сообщение удалил. Теперь мама Коли пытается защитить сына еще и от родителей. По ее словам, разговоры с классным руководителем, завучем не очень помогли, и теперь она планирует подать иск о защите чести и достоинства. Вот. Ну, собственно, родители, которые на Колю ополчились, они настаивают на исключении, но пока вопрос не решен, и мальчик продолжает посещать занятия. Вот. Запрос на демократию в башкортостанском обществе есть. Это наверное, хорошо. единственный вывод, который можно из этого сделать. Да, запрос есть. Единственный. Ну, я вижу, что база пытается мальчика Колю так или иначе, ну, то есть она берет в основном слова мамы Коли. Я не помню, чтобы какая-нибудь находилась мама, которая бы сказала, да, мой Коля, он, конечно, ну, тут еще кадр. Вот, в основном мама занимает другую позицию. Вот, кстати, в этом контексте очень интересно, можете посмотреть одну из лучших документалок, чуть ли не в истории документалок, называется «Don't fuck with cats», про одного убийцу сначала домашних животных, потом, собственно, он дошел до людей. И там есть замечательное интервью с его мамой, которая просто в слезах сидит и говорит, мой сын невиновен, потому что мой сын, он так сделать не мог, это его заставили, вообще он не виноват. Вот поэтому любая мать точно так же, как мама Коля будет своего пятиклассника защищать, что по факту было, мы не знаем.
Вот, но, тем не менее, такая вот ситуевина. Ой, Уфа-1 поговорила с бывшей супругой рэпера Моргенштерна, который все еще продолжает мучиться, обладая статусом иностранного агента. Кстати, у него на Не музыкальном Уфа-1 поприще- поговорила, Лейсан Утяшева поговорила, Ой, а они просто ну, расшифровали. спасибо за да. поправку, да. Утяшева, она же супруга Павла Воли, ведущая канала ТНТ. А Моргенштерн, как известно, значит, живет в Эмиратах, в принципе, хотя сейчас черт его знает, где он находится, лечится от зависимости и вроде как уже несколько месяцев делает это успешно. В музыке у него также все хорошо, в Яндекс.Музыке, в частности, в топе, вот уже долгое время. Он рекорд побил, собственно, по-моему, чуть ли не по прослушиваниям всего Яндекса своим О. последним альбомом. Поэтому... Вот так вот. Хоть там 5 песен в стиле рок скорее, чем рэп. Вот мы об этом говорили. Симпатичная музыка, понятная, проще, скажем, доступная широким массам, чем рэп. Ну, это я так сужу по себе, по крайней мере. Вот. И все понятно. Также мы знаем про Моргенштерна, что уфимский таксист Эдуард Асадуллин все к Бастрыкину обращается, чтобы тот отменил статус иноагента, потому что Моргенштерн не враг России, а друг, потому что он помогает онкобольным детям. Второе, не вызывает сомнений. Это круто, это потрясающе, это вызывает слезы, умиления и чего угодно. То, что он делает, помогая детям. Но мне кажется, одно, вот это с вопросом враг, не враг России, как бы смешивать не нужно, тем более, что иностранный агент не враг России. Враг России тот, кто сидит в Кремле на сегодняшний день. Тут надо просто с терминологией определиться, кто враг, кто друг. В этом смысле Моргенштерн, он друг во всех смыслах, да, и друг детей, и друг России, потому что он иностранный агент. Я к чему это все вообще? Просто вспомнить, Дилара, это его бывшая жена, она, значит, тоже о нем отзывается позитивно, очень важно здесь это отметить, и, значит, выделяет, что благодаря ему она как-то так вот еще и, я не знаю, там пошла вверх, скажем так, если уж упрощать. Если интересно, посмотрите, послушайте, довольно-таки любопытно. Вот, дорогие друзья, и что еще? Весна, так или иначе, в разгаре. Паводки вроде бы самое страшное позади, но вот Башинформ отчитывается, что в пострадавшей от паводка деревне Азово Архангельского района восстанавливается жизнь. То есть они тем самым признают, что там жизнь была разрушена. Надо же как. 18 марта туда большая вода пришла, в результате заторов вода быстро хлынула. Мы с вами говорили, что спасатели вели себя не всегда последовательно и однозначно. Потом борцы с фейками, так называемые, околовластные, пытались всю эту информацию разоблачить, что ничего там плохого не было, все было хорошо. Ну вот, все как мы любим, короче, весь набор действия и противодействия в одном таком отдельно взятом случае. Вот. Ну, так или иначе, за оставшиеся 1,5 минуты вряд ли мы уже что-то обсудим. Вот, ни Моргенштерна, ни паводки, но можем пожелать хорошего дня. Вот, и, Конечно. собственно, пойти работать. И сейчас есть небольшие проблемы, не то чтобы с Телеграмом прям, но надо сказать о том, что, конечно, нам немножко тяжело делать так, чтобы этот Телеграм-канал был прям каким-то ультрамощным, чтобы мы первые публиковали новости башкортостанские, у нас были свои корреспонденты, вы прекрасно понимаете, что всего этого нет, но время от времени какое-то золото там проступает, мы единственные пишем на некоторые темы, на которые больше никто не пишет буквально, у нас есть люди, которые нам помогают с новостями время от времени, это происходит не часто, вот, но я бы попросил в целом массово как-то не отписываться, вот. А подписываться. И наоборот, подписываться, да, и да, как-то не убивать остатки мотивации к работе, а наоборот нас поддерживать. Вот. Как нас еще поддержать, вы прекрасно знаете, ссылка, собственно, в описании, все ссылочки есть, тоже можно подарок какой-нибудь сделать. Вот. А всем, кто это делает, спасибо большое. И низкий поклон. Друзья, будьте здоровы, до завтра. Всего хорошего. Thank you.